Смотрите, что это такое? Распродажа одежды. Вот тут где Талое озеро. Что там, школьную форму? Может, этот базар? Сейчас сходим туда, посмотрим. Впереди ведь 1 сентября. Может, тут его открыли. Хотя, в принципе, он есть вот где парк. Там на Комсомольской площади. Сколько тут всего? Продают все подряд. Бесплатно это. Сколько всего-то, а? Непонятно, что это такое. Какая-то распродажа. Или что? И вот тут возле Талого озера продают все подряд. Что-то какая-то ярмарка, что ли? Интересно. Собственные изделия вязаные. Косички, еще что-то. Короче, что-то интересное. Довольно. Мини-рынок такой открыли. К Новому году или что это? Вот учебная тут форма какая-то. Есть. Пирожки. Интересно. Чего только нету. Это да. Распродажа. Шубы даже есть. 5900. Здравствуй, школа. А, вот это что такое. Короче, получается, тут ярмарка вот такая. Здесь вот они вдоль Талого озера находятся. Вот сквер Карла Маркса возле Дворца Дружбы. Тут музычка такая вот играет, где-то там колонки, видать, что ли, стоят. Тут флаги. Интересно, тоже что-то проходит. Это проходит акция. Вот певцы. Сейчас поближе подойдем, глянем, что там у нас такое. Люди сидят здесь. Сегодня же день флага России. Вот люди с флажками и тут выступающие. Браво! Песни пели. Вот. Праздником! Ну а сейчас слово предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия, председателю постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций 7-го созыва Александру Григорьевичу под голову. Добрый день, дорогие товарищи! Я от имени Государственного собрания Ил-Тумен, от Ассамблеи народов Якутии сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником. Праздником, который символизирует единство нашего народа. Мне хочется пожелать в этот день не просто радоваться, что мы живем в этой великой стране. Наверное, есть время задуматься. Видите, в Якутске уже осень. Смотрите, вот же желтые листья здесь вот на березках. Ну вот тут в скверике проходит. Вот, смотрите, тут ягодка какая-то растет интересная. Рябина или что это такое тут?
Вот он, Дом дружбы народов. Ну, торжества проходят. Народу немного. Смотрите, сегодня пятница, кстати. Сколько машин здесь. Сейчас у нас пятница, 22 августа. Вот флага России. День флага, да. Кстати, потеплело довольно хорошо. Сейчас 25 градусов тепла. Смотрите, тут часть деревьев вырубили. Видать, чтобы обзор был для машин. С такими целями безопасности делают. Тут какие-то раньше, помню, посреди дороги чуть ли не эти стояли палочки такие, которые не позволяли переезжать улицу. Ну вот их убрали. Потеплело, поэтому если вот в субботу-воскресенье будет тоже тепло, это хорошо. В общем-то, можно будет еще на дачку съездить, у кого она есть. Грибочки, может быть, там пособирать. Вот. Таким образом. Ну, последние, так сказать, у нас последние недели лета в Якутске. Не хочется, конечно, чтобы лето уходило. Опять у нас будет зима. Вот та зима была, прошедшая, была теплая, да? Единственное, что весной снег падал, никак не проходил. Хотя должен был уже быть таять. Ну, вот небольшое такое видеоролик вам снимаю. Небольшой. В целом сейчас непонятно. Вот этот YouTube, там он не работает, сложности. Вот эти вот там что-то выкладывать, поэтому я сейчас редко, много видео как бы есть, но редко выкладываю из-за этих проблем. В ВК тоже есть там аккаунт, ссылочка есть в описании. Но там совсем мало просмотров, то есть единичные какие-то просмотры. YouTube еще как-то смотрят люди, ага. Сотни там, 1000 там может быть просмотров. Хотя были такие у меня рекорды, когда там по 400 тысяч роликов заходил, смотрели, а тут сейчас вот сотни там 200-300. В общем, никто не смотрит сейчас. А на ВКонтакте там вообще труба дела. Вот вам покажу перекресток. Самый такой один из активных. Вот такая сейчас ситуация. Там памятник Федору Попову поставили. И цветы, ему цветов много посадили рядом. Там небольшой скверик есть как бы. Вот хорошо сделали. Люди хоть могут посидеть где-то. Там качельки такие. О, боже мой. Любилка у него. Вот так вот ездят, да. Не слазят. Правил вообще никаких нету для этих, как их назвать, ездаков на, это же он поехал, еще даже красный свет, зеленый свет не загорелся, а он поехал уже, герой. Правил нету для этих ездаков, хотя это же двигатель там довольно сильный. Вот тут они стоят припаркованные, люди сидят на скамеечках.
И так вот красиво все сделано. Тут у них вот стоянка. Ну, бросают просто где попало вот эти самокаты. И тут зона, скверик небольшой, качельки. Вот так вот сделали качельки. Можно такие антивандальные, довольно мощные, можно посидеть. Вот такой вот. Ну тут перекресток очень интенсивный. И здесь сидеть, конечно, пыльновато. Какой-нибудь скверик такой внутри квартала бы сделать, чтобы шума машин не было, вот так вот. Ну и такое сделали, и то хорошо. А тут вот эта вот аллейка у нас березовая, показать вам, как она тут у нас разрослась довольно интенсивно. Вот так вот. Тут, кстати, библиотека Белинского, кто хочет книжки, может зайти, взять, почитать. Вот такая вот стеночка из березок. Я все говорил уже, часть листиков желтеет уже. Вот у нас уже как бы похолодание, думали, уже все осень, но еще не все. Еще вот сейчас тепло, 25 градусов. Такое вот здесь, такое дерево читающего человека. Вот она. Приглашение. Краеведческая библиотека имени Белинского. Вот, пожалуйста. Тут даже услуги они предоставляют разные. Ну, приходите, читайте книги, как раньше, давайте. Люди идут. Цветочки высадили, так вот аккуратненько все. Ну, ладненько. Все, будем прощаться. Небольшое такое включение вам. Всех с выходными днями. Приятных, спокойных выходных. Здоровья. Главное, и мира.